Сыктывкарцы сообщают о массовом отравлении собак. Несколько случаев в микрорайоне Строитель, пишут пользователи ВКонтакте. Авторы комментариев описывают одни и те же симптомы. Собаки бьются в конвульсиях, у них идет кровь и пена изо рта. Чаще всего это происходит рядом с магазинами. Сыктывкарской полиции эту информацию не подтвердили. Горожан призывают следить за своими питомцами и не выгуливать их без намордника и поводков. Ранее мэрия столицы попросила сообщать о фактах самовыгула собак на горячей линии регионального Минсельхоза. Для формирования заявки на проведение отлова таких животных граждане также могут обратиться в администрацию муниципальных образований. Вместе с тем в России вновь поднимают вопрос об изменении федерального законодательства с целью убрать безхозяйных собак с улиц населенных пунктов. Последний трагический случай произошел 22 января в поселке Домна Забайкальского края, когда стая собак насмерть загрызла 7-летнюю девочку, когда та возвращалась из музыкальной школы. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Губернатор Забайкалья Александр Осипов намерен обратиться в правительство и Государственную Думу с просьбой пересмотреть федеральное законодательство. Реальных методов борьбы с безнадзорными собаками у муниципалов пока нет. Штамм коронавируса «Омикрон» может проникать в организм через глаза, сообщил директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКом Андрей Исаев. У многих, кто заразился новым штаммом, был конъюнктивит. Есть пациенты, которые переболели дельтой в октябре, а в январе у них снова COVID-19. Вероятно, это был именно омикрон. Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза. Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКом Андрей Исаев. Ранее британский врач Нина Аслам заявила, что поражение глаз является одним из симптомов коронавирусной инфекции. Это особенность именно омикрон штамма, подчеркнула она. И конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания. По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми на 24 января выздоровело 340 человек. Выявлено ПЦР-тестирование в 73 случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 20 случаев, Ухте – 15, в Воркуте, Усинске и Сосногорском районе по 16. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 3510 человек. Официально подтверждено 3 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, по состоянию на 24 января в республике против COVID-19 первым компонентом привито 417 343 человека. Коми в двадцатке самых успешных регионов страны. Исследование подготовлено Фондом развития гражданского общества на основе данных Федеральной налоговой службы и Росстата по итогам третьего квартала 2021 года. В числе критериев – размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций субъекта. Всего в исследование попали 33 региона страны. Республика Коми делит 17 место с Новосибирской областью. Рейтинг по индексу экономического потенциала возглавила Москва. В топ-10 вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область. В Сыктывкаре реставрируют фреску, найденную во время ремонта на стене КГПИ летом 2020 года. Изображение занимало всю стену вдоль актового зала. По оценкам художников-реставраторов Нацгалереи Коми, настенная роспись создана в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия. Автором был художник Юрий Руднев, а на картине изображены реальные люди. В СГУ решили полотно отреставрировать. В ходе экспертизы выяснилось, настенная роспись обладает культурно-исторической ценностью. Восстановить фреску согласилась художник-реставратор Татьяна Земцова. Прежде чем согласиться, она тоже взяла паузу для того, чтобы посмотреть эту картину, понять, сможет ли она справиться с этой задачей, какие затраты на это пойдут, на материалы, на труд, какое время это все затянет. Соответственно, она занималась определенной аналитикой, и в конце концов мы уже осенью с ней устно согласились с тем, что картина будет в мастерскую доставлена, и ей будет предоставлена возможность ее реставрировать. И вот сейчас заключили договор на проведение соответствующих работ. Сейчас полотно находится в мастерской реставратора. Полотно необходимо расчистить, почистить основу, заделать отверстия от шурупов, выровнять трещины, заклеить авторский слой краски, а затем кистью тонировать изображение. Конечный штрих – покрыть роспись защитным слоем лака. На все уйдет примерно 2 месяца.
В здании бывшего роддома на улице Бабушкина откроется православная школа. Здание постройки 20 века выделила мэрия, в последние годы оно не использовалось. Для организации учебного процесса требуется внутренний ремонт. Сейчас ученики православной школы учатся в местечке Кируль на базе Вознесенского храма. Всего набрано 3 начальных класса, 48 человек. Тем самым мы распространим обучение до 11 класса. И если в здании на Бабушкина не будет хватать помещений, часть классов разместим в звоннице. И тогда впервые в истории республики нам удастся обеспечить полноценный цикл детского православного образования. Архиепископ Сыктывкарской и Коми-Зырянской Петерим. Строительство звонницы близится к завершению. Сейчас идут внутренние работы на 2-м этаже. В планах обшить звонницу сайдингом. На работу уже потрачено порядка 40 миллионов рублей. Требуется еще не менее 5 миллионов. На портале госзакупок опубликована заявка на организацию питания и проживания участников чемпионата мира по хоккею с мячом. Начальная цена закупки 15 миллионов 963 тысячи рублей. На эти средства подрядчик должен обеспечить проживание и питание 308 человек. Размещать спортсменов будут в одно- и двухместных номерах, в которых есть душевая, туалет, холодильник и телевизор. Необходима ежедневная уборка и смена постельного белья не реже раза в 3 дня. В гостинице должна работать система кондиционирования, а также возможность размещения одной команды на этаже. В здании должно быть кафе и бесплатный Wi-Fi. Питание будет организовано в форме шведского стола. Подрядная организация должна обеспечить плавающий график приема пищи, исходя из расписания игр чемпионата. Заявки для участия в аукционе принимаются до 27 января 2022 года. Сыктывкарский лыжник Иван Голубков стал 6-кратным чемпионом мира. Турнир под эгидой Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта завершился в норвежском Лилехаммере. В субботу в спринте Иван Голубков завоевал 5-ю золотую медаль. А накануне в составе сборной страны выиграл золото в открытой эстафете. Следом за Россией расположились команды Франции и Норвегии. Всю свою жизнь я шел к тому, чтобы стать чемпионом мира. Я не раз брал хрустальный глобус, но хотел победить именно в чемпионате мира. В этом году мне это удалось. Я счастлив. Но, конечно, впереди главный старт в Китае. В 2018 мне не удалось поехать на Паралимпиаду. Нашу команду не пустили. А сейчас, надеюсь, ничего не помешает. Это мечта всех спортсменов. Будем готовиться дальше. И спасибо всем моим тренерам, тем, кто помогал и болел за меня в Москве, родной Коми и по всей стране. Иван Голубков, 6-кратный чемпион мира. Турнир в Лилехаммере стал первым в истории чемпионата мира Международного паралимпийского комитета, который объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. В соревнованиях участвовало более 850 спортсменов из 42 стран. На чемпионате были разыграны 87 комплектов медалей.